открыт кооператив «Сулус», где будут работать китайские специалисты. На сегодняшний день этот кооператив работает, и здесь работают китайские специалисты. Я обращаюсь к председателю кооператива «Сулус» Денисову Николаю Афанасьевичу с просьбой рассказать, какие специалисты здесь работают, как можно попасть в этот кооператив и в каком объеме происходит консультация или в каком объеме получает помощь больные, обращающиеся в этот кооператив. Значит, кооператив у нас существует уже второй год. По внешнеэкономическим связям мы начали работать с лета 90-го года. И нас заинтересовала возможность по нашему региону по лечению традиционной медицины Китая. Заключили с ними контракт на медицинское обслуживание наших пациентов здесь. Сейчас по контракту на 2 года у нас уже начали работать врачи, иглоукалывание, иглотерапия, вернее, и точечный массаж. В этом же месяце, до конца месяца, будет, значит, еще мануальная терапия и фарфоровое напыление зубов, вскрытие зубов. Вот. В данный момент врачи у нас работают 6 дней в неделю, с 10 до 8 вечера. Прием мы ведем здесь, вот, у себя в кооперативе. Все необходимые инструменты и медицинские приборы имеются. И, значит, я хотел еще, этого надо какие-то большие срока для вылечить человека или заболевание какое-то, значит. О результатах сейчас я не могу, конечно, сказать. Это будут говорить сами жители, пациенты, больные города Нерюнгри. И вот сегодня к нам в кооператив, значит, приехал интеграл для того, чтобы показать эту работу этих врачей. Ну, видите, о диагнозе болезни я, значит, говорить не буду. А почему сюда пришел? Потому что уже в течение 2 лет я лечился в нашей медицине, проходил курс психотерапии. И вот сейчас пришел к ним. Сейчас нахожусь 2-й раз на приеме. После 1-го приема иглоукалывания немножко имеется облегчение боли. То есть вы уже сейчас на 2-м курсе начинаете ощущать? Да, я начинаю ощущать, потому что я вот после 1-го раза перестал, так сказать, пользоваться домашними средствами, так сказать, обезболивания. Я беру интервью у пациентки, которая не хочет представляться, но она может... Сколько раз вы были здесь уже? Сейчас сегодня 5-й раз. Вы чувствуете себя лучше? Да, безусловно. Скажите, сколько вы платите за то, чтобы посетить 1 прием? 24 рубля за 1 прием. Но я готова платить еще раз несколько по 24 рубля. Вы пришли с одышкой? Вообще с приступами я всегда таблетки пью. И как себя сейчас чувствуете? Ну, сейчас получше. А какой курс лечения? Ну, 6 дней вроде говорят. Вы сколько прошли? Я 3-й день сегодня. Сколько вы платите? 36 рублей за сеанс. Меня зовут Лю Чжэнджин. Мне это, конечно, не выговорить. Я вас прошу познакомить наших телезрителей. Это трудно сказать, это легко, лучше. Да. Лучше? Да. Мы уже привыкли. Привыкли. Да. И еще, скажите, пожалуйста, вот здесь я вижу перечень заболеваний, последствия апоплексии, опухание и боль горла, ревматизм, невралгия седалищного нерва, невралгия тройничного нерва, боль живота, круглый паралич нерва лица, опущение желудка, судорога мускулатуры лица, острый хронический вывих пояса, ненормальная менструация, болезненная менструация, дефицит грудного молока, ленточный пузырчатый лишай. То есть это те заболевания, которые вы лечите. Здесь перечень. Кроме того, ряд других. Я знаю, что эти заболевания лечатся и у нас. Но вот для меня, как для специалиста, как для врача-невропатолога,
Я лечу детей, больных детским церебральным параличом, прогрессирующей мышечной дистрофией и ряд других заболеваний. Эти заболевания в нашей стране не лечатся. То есть мы проводим какую-то адаптацию ребенка, но вылечить мы его не в состоянии. И такая специальная больница. То есть лечение в Нерюнгри невозможно. Такие дети должны обязательно ехать в Китай? Так, обязательно. Скажите, пожалуйста, какой тогда срок лечения и оплата? Это примерно 2 или 3 месяца. А оплата? Да, оплата, это немножко трудновато сказать. Это нужна валюта. Спасибо. Есть у нас Гафурова Юля на прием пришла, и пришел Бортневский Вова. Вове 10 лет, Вова не разговаривает. Вы представляете, какое состояние родителей, когда им говорят, что у нас это заболевание лечится. Да, честно признаться, что и мне, врачу, было первое время до сомнений, тому, действительно ли это лечится или нет, но я знаю, на каком уровне наша медицина, на каком уровне медицина на Западе, если даже считать сейчас то оборудование, те лекарства, которые мы принимаем, ими уже не пользуются даже развивающиеся страны. Поэтому надежда есть. Ну вот я немножко спрошу родителей, как они это воспринимают и как они себе представляют в дальнейшем свое лечение. Скажите, пожалуйста, вы много с Юлей лечились у нас в Советском Союзе? Да. Мы здесь с невропатом ходим. Ездили тоже корейскую медицину. Корейцам везде лечиться на иглу колонии. Так, и, пожалуйста, я хочу спросить вас, как вы думаете, сможете ли вы попасть в Китай? Смогу ли я, не знаю, конечно, валюта нужна, но здесь у нас мы постоянно вот лечимся, ездим. Были у корейцев, сейчас в Чите лечились, в Одессу тоже у китайцев лечились. А в санатории путевки выделяют вот неоднократно, но мы туда попасть не можем, нас невропатолог не допускает, потому что не обслуживать себя надо, чтобы ребенок обслуживал. И еще, кроме того, я хочу добавить, если у ребенка судороги, то санаторий противопоказан. Ну, дорогие нерюнгринцы, сказать, что эти родители объездили многие места, это просто значит ничего не сказать. Они до последнего не верят, что их ребенок неизлечим. Они ездят везде и много обещают. Они платят порой огромные суммы, но эффекта нет. Учитывая, что китайская медицина – это древняя медицина, это даже не европейская медицина, и которые приходят сюда и ощущают положительные эффекты буквально от 1-2 случаев, тем более, что специалисты, видя этих тяжелых детей и заявляют, что они смогут поставить их на ноги, я думаю, что это очень большая перспектива. И о том, что будет в дальнейшем, так как эти специалисты у нас будут находиться 2 года, мы, конечно же, вернемся, мы посмотрим, какой эффект лечения. И конкретно, я думаю, что пусть это будет первая партия детей, пусть это будет 2 хотя бы ребенка, но мы должны хотя бы 2, 3, 4, ну сколько сможем, сколько осилим, как говорится, всем миром, послать детей на лечение в Китай и посмотреть, какой будет эффект. О том, что эффект должен быть, я думаю, что сомневаться очень не нужно, так как специалисты здесь отвечают за свои слова. И еще раз напоминаю, что такой метод лечения, как китайская медицина, нам, конечно, мы никогда этим методом не лечились. Остается одно — обратиться к предприятиям, к крупным предприятиям города, к трудовым коллективам. Я думаю, что эти работники работают в ваших коллективах. И... Те дети, которые сегодня пришли, вы им поможете? Конечно.